Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наше завершающее в этом году спасение и вывозы тех, о ком рассказывала ранее. Но сначала хочу сказать, YouTube у многих уже не работает. Вроде его и не блокировали, но у нас в России он не тянет. Или где-то у кого-то в полсилы. Переходите, друзья, пожалуйста, на Telegram и Рутуб. Без вас нам не выжить. Те же ролики, только на других сайтах. Я не знаю, это перебои временные или так постепенно нас отводят от Ютуба. И каждый раз не знаем, загрузится ролик или нет. Друзья, подписывайтесь на Телеграм и Рутуб. Вся информация о нашем житье, бытие и спасениях будет, но там. Ну, а здесь, насколько это будет возможно. Итак, друзья, на этой неделе спасены и вывезены несколько собачуль. Это шоколадная узница ППЖ. Назвали ее Кора. Прилетела к куратору Наталье. Прилетел вместе с ней Маламут. У него что-то с глазом. Или у него просто он коричневый? Вот так он ходит, любит обнимашечки. Вот так вот. Вот так вот. Ласкаете, хороший кот. Также из ППЖ. Очень за него просили, надеюсь, не засидится больше, чем на полгода. Прилетел славный Гришутка, умный, сообразительный, находчивый, которого обижали в ППЖ и не давали подойти к еде. Пока передерживали в Якутске до самолета, умудрился сбежать с передержки, оббежать весь город, может, искал хозяина, может, еще что, и вернуться в ночи на ту же передержку. Понял все-таки блудный сын, что все-таки здесь надежнее, чем во всем городе. Да еще и кормят. Прилетели и две сестрички, о них я вам тоже рассказывала. Трепетные, спокойные, мудрые, воспитавшие своих щенков и потерявшие их, пережившие гонения, пинки, голод. Прилетели. Но никак нельзя их было не забрать. Какие же они одинаковые, добрые, никого не обижают, гладкошерстные, им бы в тепло, им бы вместе. Близняшки? Близняшки. Ага. Ой, красавец. Красавец. Полетишь сейчас, да, полетишь. Давай. Полетишь, лапочки мои. Вот так вот. Повелись собаки. Молодец. Красавчик. Красавчик. Красавчик, какая собака большая. Молодец. Хорошая собака. Волк. Здрасте. Прилетел. Прилетела собака. Друзья,
Здесь у нас живут недавно прилетевшие якутята, в том числе и белка, у которой хозяин повесился, и хаска, которую хозяин за изгородью бросил, переселившись в квартиру. Можно их увидеть на видео и на прогулках здесь же. Здесь также 8 приехавших с другой передержки собак. Итого 15. Друзья, передержка хорошая, собаки под контролем, накормленные. Контроль должен быть всегда, потому что это собаки. Заходим здесь погуляем, давай. Идите ко мне сюда гулять. Тут уже гуляли у нас. И вы заходите гулять на прогулку. Все, давайте пописим, прогуляемся, ножки разомнем, спинки тоже. Работа с ними круглосуточная. И оплачивать передержку надо обязательно. 9 тысяч в месяц. И корм им тоже надо покупать постоянно. Нам очень нужны фин-кураторы. Ежемесячно кричать об оплате одних и тех же нереально. Должны быть фин-кураторы на любую посильную сумму. Друзья, помогите оплатить передержки. И подпишитесь, пожалуйста, на фин-кураторство. Друзья, я не просто вывожу, а делаю все оперативно. Нельзя расслабляться, нельзя допустить новых течек. А значит, в Якутске их привили, а здесь сразу же стерилизация. Все, пришли с прогулки и вцепились в корм. Кто сказал, что он плохо кушает? Он наяривает, на улице кушал, дома кушает. Так что у всех все, аппетит хороший. Так, это что такое? Прекращаем заводиться. Все кушаем. Так, а ты иди к себе в комнату, иди сюда. Иди сюда, заходи к себе. Давай, заходи. Кушай здесь, вон тебе водичка и корм. Благодаря вам, друзья, так много мы спасали с вами и в этом году тоже. Благодаря вашей помощи и вашей поддержке, несмотря на огромные трудности этого года, трудности с перелетами, передержками, с финансами, не хватало, как всегда, человеческих рук. Сократилась помощь на разных финансовых площадках, блокировались карты. И несмотря на все эти трудности, мы все равно спасали. Из-за всех этих трудностей образовались долги. Благодаря вам были частично оплачены за летние, осенние месяцы долги, но также копились долги за ноябрь и декабрь. Это новые долги. А сейчас еще и проблемы с Ютубом. Несложно догадаться, что я испытываю и в каком положении нахожусь. Вместо спасений теперь я занимаюсь только решением проблем. Я прошу вашей помощи, друзья, прошу, как всегда, прошу для них, для бедолажных, несчастных, никому не нужных. Прошу не бросать их, даже если связь будет прервана. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на Телеграм и Рутубе. Подпишитесь на ежемесячное финкураторство. Хоть какая-то будет надежда на стабильность. А сейчас у них нет ничего.